Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем нашу серию подкастов Медкас КГМА. И сегодня в гостях у нас проректор по стратегическому развитию и международным отношениям, доктор медицинских наук, профессор Джумалиева Гульмира Атырбаевна. Здрасте. Гульмира Атырбаевна, мы гостей хотим представлять их буквально 2-3 предложениями. Как бы вы представились, используя 2 предложения? О себе? Да, чтобы человек понял о вас, кто вы. Стратег, наверное. Микробиолог, эпидемиолог и общественное здравоохранение, если говорить по деятельности моей направленности. Больше профилактик, если говорить о враче, то профилактического направления. И я объясню, почему. Врач, когда встречается с пациентом, это все здорово, он его лечит, и человек видит конкретного врача, который ему помог. Но если говорить о здравоохранении в целом, должен быть такой подход. Мы не должны нацеливаться на то, чтобы лечить болезнь, а мы должны быть, вся система здравоохранения должна быть нацелена на сохранение здоровья. Угу. Понятно, да? Да. Не на то, что мы получили болезнь, а потом мы хватаемся за голову, когда есть болезнь, мы говорим, того не хватает, этого не хватает, нам лечить тяжело, нам диагностировать тяжело и так далее. А ведь намного проще внедрить те мероприятия, которые будут нацелены на именно сохранение здоровья. И подход должен быть такой, что сам человек должен осознавать, что не какой-то врач или не какое-то министерство здравоохранения ответственно за его здоровье, а в первую очередь сам человек ответственный за свое здоровье. И если характеризовать, скажем, то, в что я верю, и то, что для меня очень важно в жизни, это направить усилия на сохранение здоровья. Если человек родился здоровым, нужно сохранить то, что ему дается. Ты ответственен за свое здоровье, и уж если есть, конечно, такие факторы, которые не зависят от человека, да, скажем, это травма, воздействие каких-то катастроф или инфекций, это понятно. Но когда человек, допустим, от многих болезней, если мы говорим, например, о сердечно-сосудистых, да, которые являются лидерами у нас смертности, да, и заболеваемости, то многие из этих болезней, они зависят от самого человека. И во многих странах там даже система построена так, что система страхования, она завязана на том, что оценивают изначально само состояние здоровья человека. И если у него уже есть факторы риска, то страховка будет намного выше. То есть уже его ставят в ту зависимость, что тебе легче следить за своим здоровьем, быть здоровым человеком, чем потом платить такие деньги по страховке. Лучше предупредить, понимаете, сохранять себя здоровым. Это эффективнее и дешевле, да? Конечно. А самое главное, что для самого человека это намного, скажем, лучше. Это то, что должно быть. Это качество жизни этого человека. Угу. Наверное, у вас одна из самых уникальных должностей в медакадемии. И, справедливости ради, наверное, чуть-чуть сложноватая в понимании для обычного зрителя, для обычного студента. И как бы вы могли описать работу проректора по стратегическому, по стратегии, самого главного стратега нашей академии? Как бы вы описали свою работу? Что входит в ваши обязанности? Какие рабочие моменты, может быть, вам больше нравятся, какие-то моменты меньше нравятся, и в таком ключе? Да, был первый хороший ваш вопрос, да, то есть кем вы себя представляете, поскольку я говорю, я дала что я сначала была микробиологом, потом пришла в эпидемиологию, потом дальше из эпидемиологии в общественное здравоохранение. И это общественное здравоохранение, когда ты работаешь в этой сфере, и когда тебе видно на популяционном уровне, то
наверное, виднее, особенно когда есть знания по эпидемиологии, по статистике и так далее, ты можешь оценивать действительно какие-то факторы. И здесь очень важно, конечно, иметь еще научный склад ума, потому что нужно оценивать какие-то факторы и смотреть по развитию вперед. Работа, конечно, очень сложная, потому что то, что тебе сегодня кажется правильным, завтра может оказаться неправильным. И здесь очень важно, говорю, очень взвешенно подходить и учитывать все факторы, те, которые действительно приведут организацию или там что-то, систему, да, к развитию. И здесь очень много аналитической работы, очень много, действительно. Это и сбор данных, ты должен опираться на какие-то факты, ты должен уметь прогнозировать какие-то вещи, разрабатывать, согласовывать и так далее. Это довольно сложно, но когда что-то получается, это удовольствие, это практически счастье. Когда то, что ты предполагаешь, что это даст такие хорошие результаты и стимул к развитию, и это получается, это просто здорово. И это действительно удовлетворение ты получаешь, колоссальное, потому что тогда, наверное, можно говорить, что ты работаешь с удовольствием и с любовью. Вы упомянули одну вещь, что сегодня будет этот процесс или там это явление правильным, а завтра оно окажется неправильным. Вы имеете в виду, вот, что завтра выйдет какое-то научное исследование, которое опровергнет, да, или расширит наше понимание? То есть оно постоянно идет. Да, вот давайте я вам приведу пример из эпидемиологии. Был такой, вы знаете, да, инфекционный контроль, поскольку как бы я к этому имею отношение. Было такое, что в свое время кому-то показалось, что будет очень неэффективным, чтобы прервать передачу инфекции, значит, вот такие вот ветошь или тряпочки эти смачивать дезраствором и ручки дверей обматывать этими тряпочками. Логически кажется, да, тряпочка с дезинфектантом. Тот, кто с грязными руками или там является передатчиком, и у него есть какой-то инфекционный патоген на руках, то есть он, хватаясь за эту ручку, дезинфектант будет работать. Логически кажется, да? Да. Но и такое ввели, и действительно это было в правилах какое-то время. Но потом, когда посмотрели, а оказывается, дезинфектант, он имеет свое время воздействия, и это буквально там 15-20 минут. А дальше эта тряпочка, наоборот, становится угрозой, которая, наоборот, больше собирает в силу своей гигроскопичности, да, этих инфекционных патогенов. Вы понимаете, на то время казалось вроде бы, и казалось многим логично, и правильно. И, видите, исследования-то проводились, что дезинфектант, он эффективен в отношении вот той паразитарной флоры, которая может быть на руках. Проводились и подтверждали, но они посмотрели другое, как долго работает этот дезинфектант. Поэтому, видите, когда разрабатываешь многие стратегии и так далее, очень важно, какие вопросы и насколько правильно ты их поставил. А вот если перенести это на медакадемию, вот если вот говорить о том, что сейчас все в мире очень бурно развивается, наука не стоит на месте, обучение, образование в том числе, вот как вы оцениваете, успеваем? Ну вот наша академия, она поспевает за всем этим темпом? Или вот нам где-то вот в каких-то моментах стоит поднажать? Если лично мое мнение, да, то мы развиваемся сейчас очень активно и очень большими темпами идем. Мы добиваемся очень хороших результатов. Но мне мало. Мало? Да, мне мало. Потому что я вижу, как есть вузы и университеты, которые развиваются и развиты сейчас настолько. И когда смотришь на них, то ты понимаешь, где мы находимся и как много еще нужно сделать. Вы имеете в виду вузы заграничные, да, не в Кыргызстане? Вот, да. Мирового. На сегодняшний день, скажем так, это может быть не скромно, но поскольку мы по результатам национального рейтинга в этом году среди всех вузов, не только медицинских и так далее, а среди всех вузов вышли на первое место, то есть мы являемся топовыми. Но это не предел, никогда нельзя останавливаться. Нужно стремиться к более
скажем, таким и сравнивать себя и стараться идти к тому, что лучшее есть. Поэтому мы вот у нас в стратегии мы приняли очень амбициозные планы и цели. Это войти, во-первых, в 500 топ лучших вузов по Азии, не только по Центральной, а имеется в виду вообще по Азии. Это довольно сложно, но мы себе поставили такую цель. Более того, дальше мы в своем видении себя поставили, что мы можем потом в каком-то будущем сравниваться и с топовыми университетами вообще в рейтинге. Ну, такими, как, скажем, Стэнфордский, там, Кембриджские университеты. Почему нет? Если это возможно, если какие-то вузы, какие-то университеты этого добиваются, значит, это возможно и для других университетов. И вот здесь самое главное не останавливаться, а брать вот такой пример. Мгм. Ну вот, если, ну вот, ретроспективно посмотреть, когда вы только-только начали работать на этой должности, вот, наверное, стратегия, она была немного другая, и цели были, да? И вот какие-то цели, они достиглись, какие-то, вот, может быть, мечты даже сбылись. Вот не могли бы вы об этом сказать, вот, чтобы вот прям наглядно еще больше показать, вот, как мы развивались? Вот что вы тогда хотели сделать, что получилось, и что мы вот уже реализовываем, или там вот близки к реализации? Вот, вы знаете, когда вы первый вопрос задали, кто вы, я вспомнила. Трансформатор. Есть реформаторы, есть трансформаторы, да. Вот я больше сторонник не реформ, а трансформации. Поясню, в чем различие. Реформа, она предполагает прям кардинальные, иногда даже отречения от того, что было, а трансформация нет. Трансформация, это имеется в виду, что сохраняет то, что есть позитивное достижение, развивать это дальше. И, естественно, трансформировать там, где было плохо, недостаточно, трансформировать это в более успешные какие-то вещи. Поэтому, вот вы говорите, с чего началось, да, когда мы пришли, в принципе, у медакадемии была стратегия. Но стратегия была на 2 листочках, которые были, в принципе, по большому счету, это было определение стратегических направлений. Они были правильные, хорошие, и прописаны, в принципе, неплохо. Поэтому мы не стали отвергать то, что уже было написано до нас. И, в принципе, неплохое видение. Единственное, что мы сделали, мы придали этому живую форму. Скажем так, это вот просто декларативно были стратегические направления, а мы к нему тогда решили, что это должно работать, и поэтому к нему должен был быть план мероприятий по реализации этих стратегических направлений. И вот тогда мы начали с разработки вот этого 5-летнего плана, где мы эти стратегические мероприятия, мы их раздробили на задачи. Для каждой задачи мы поставили индикаторы или ожидаемые результаты. И потом стали разрабатывать к ним мероприятия, как нам достичь этих результатов. Более того, мы собрали, причем мы подошли так, что мы собрали мнение всех, и учащихся, и преподавателей, и сотрудников, и, то есть, и все вот наши структурные подразделения, и кафедры, и другие отделы, они, центры и так далее, они все подали свое видение, свои планы и свои мероприятия. И мы тогда стали, как сказать, провели через фильтр все эти мероприятия. Мероприятия, которые повторяли чьи-то должностные обязанности или функциональные, или функции какого-то отдела, это не мероприятие, это то, что должно быть на постоянной основе. А вот те мероприятия, которые приводят к результату, вот их мы оставили. И, в принципе, вот такой подход, он дал хорошие результаты, потому что мы конкретно видели, к чему мы идем, что нужно сделать. Потому что, например, очень часто бывает так, в планах подают там повышение, усиление, да, углубление. Это ни о чем. А вот когда конкретные мероприятия стоят, например, построить университетскую клинику, это уже мероприятие с конкретной целью, с конкретными задачами, с конкретным конечным результатом. Если мы говорим создать новые программы и новые, скажем так, специальности, которые сейчас у нас востребованы,
Но я говорю, в частности, мы увидели, что есть такая потребность, это медицинская инженерия, да, мы открыли этот факультет. Мы конкретно смотрели на то, чтобы мы понимали, чтобы увеличить, в смысле улучшить качество образовательного процесса, ну, надо начинать, скажем так, с материальных вещей. Это с усиления материальной базы. То есть качество ты можешь дать тогда, когда ты нацелен на какие-то, скажем, современные вещи. Более того, вот, например, мы в своей стратегии определились, что мы будем стремиться давать не просто научно ориентированное обучение, а опережающее обучение. Что это означает? Что на выходе наш выпускник уже должен владеть теми современными методами, которые появляются на диагностике, лечении, которые появляются на рынке. То есть, условно говоря, у нас пока еще нет этого аппарата, но наши студенты, ординаторы в потенциале уже знают, Да, как поэтому с ним мы работать. стремимся к тому, чтобы закупать современное оборудование, медицинское, лабораторное, чтобы уже, будучи студентами, они уже его видели, осваивали. Конечно, у нас нет сейчас таких ресурсов, чтобы прям сразу все идеально сделать и поставить там, знаете, и робототехнику и так далее. Но мы к этому идем, и, в принципе, вы, наверное, уже знаете, да, что многие вещи мы сделали. Это расширенные многие базы. Это вот первое, с чего мы начали, это со строительства конференц-холла. Мгм. Да, и уже много объектов построены. Это мы и общежития увеличивали, это и кампусы открывали, это и ремонтировали медицинские базы. Ну вот как бы передали нам республиканский диагностический. Мы практически уже заканчиваем ремонт. Мы начали поэтапно. Таких великих денег, у нас больших денег не было, чтобы сразу взять и отремонтировать весь объект. Но когда ты ставишь себе целью, знаете, есть такое выражение, если стоит какая-то непомерная большая задача, называется разделить слона. Мгм. То есть слон слишком большой, ты его не можешь сразу съесть. Но поделив его, ты можешь с этим справиться. Вот точно так же и здесь. Мы просто делили степ-бай-степ, скажем так, поэтажно. Мы делали определялись с приоритетностью, какие отделения в первую очередь мы отремонтируем, какое оборудование мы в первую очередь купим. И вот это шла вот эта приоритизация. И вот так вот степ-бай-степ мы овладеваем. Мы увидели, что есть большая необходимость, например, очень много у нас в планах строительства и ремонт объектов, да, и открытие каких-то таких инновационных вещей. Но всегда шла приоритизация. Мы увидели, что приоритетом для нас было это развитие центра тестирования и развития клинических навыков или симуляционного центра. Ну, вы знаете, на сегодняшний день Мгм. ну, мы можем гордиться им, потому что мы уже его сделали и спланировали так, что как бы многие вещи там можно сделать. Это не только обучение, но это и оценка знаний клинических навыков, это внедрение вот этого ОСКИ, объективного структурированного клинического экзамена. Поэтому, ну вот, когда получается все, это, конечно, приносит удовольствие и дает дальше импульс делать что-то. Вот идея с симуляционным центром и центром тестирования. Многие студенты очень боялись его, ну, оно и понятно, но вообще, как бы, так и должны сдавать экзамен. Откуда эта идея пришла вообще? Вот это где-то подсмотрено или это в целом необходимая вещь для существования любого вуза такого вот уровня масштаба? Ну, скажем так, компьютерное тестирование, конечно, не мы изобрели, это уже шло везде повсеместно по всему миру. Более того, ставился вопрос, скажем так, отходить от субъективности преподавателя. Угу. И, ну, скажем так, частично эту проблему решает вот как раз компьютерное тестирование. Когда все равно человек есть человек. Ему может нравиться внешность студента, может не нравиться, как он зашел, как он сел, понимаете? Ну, от этого не уйдешь, какой-то личностный фактор всегда есть. И бывают такие проблемы, когда, возможно, студент очень хорошо знает, но преподавателю по каким-то причинам он не понравился. И чтобы убрать вот такие субъективные вещи, есть компьютерное тестирование вошло, да, как бы обезличено, тебе задают вопрос конкретный, ты отвечаешь, и все это обсчитывается
скажем так, в цифровом формате, и как бы убирается такой субъективизм преподавателя. Но, с другой стороны, мы увидели, что не только должно быть, скажем, компьютерное тестирование, но и должно быть какое-то... Поэтому компьютерное тестирование не только вошел вот этот multiple choice, когда ты выбираешь только правильный ответ, но и ситуационные задачи, чтобы развивать клиническое мышление. И дальше больше. Нужно было оценить, а смогли ли мы, скажем так, обучая специалиста, привить ему клинические навыки. Их же тоже нужно оценить. Поэтому вот, скажем так, вводим вот этот ОСКИ, чтобы оценить реально клинические навыки. И здесь тоже, насколько возможно, сделать более объективную оценку, не субъективную, а именно объективную оценку этих приобретения этих клинических навыков. Но остается еще все-таки третий тип оценки, скажем так, да, обучающегося. Если по двум этим, скажем так, оценкам мы все-таки понимаем, что человек, может быть, не до конца раскрылся, тогда есть еще и собеседование, скажем так, устный экзамен. Но мы еще не отменяли и билетную систему, где есть преподаватель, в смысле экзаменатор и экзаменуемый. Но все идет к вот этому вот ОСКИ, как вы сказали, да? ОСКИ – это только один из видов оценки. Это объективный структурированный экзамен. Имеется в виду, что моделируется клиническая ситуация, и как себя человек ведет вот в этой клинической ситуации. Это, в принципе, как у постели больного, только здесь уже более спланированно экзаменатор сидит за, скажем так, зеркалом, не зеркалом, а вот этим темным окном, и наблюдает, а экзаменуемый, он предоставлен сам себе. Насколько возможно, клиническая ситуация, она приближается к естественной, ну, допустим, поэтому мы закупили вот этих роботов, которые симулируют и дыхание, и пульс, и ЭКГ, и так далее, ну, вплоть до того, что может быть там западание гортани, то есть разные ситуации на этих симуляторах. Вот, и дается определенное время, чтобы он мог продемонстрировать, и не то, что там, знаете, вот стоит какой-то экзаменатор, а как бы приближается то, что, с чем он может столкнуться в последующем своей практической деятельности. И он начинает это делать, в смысле, именно практически. Там, если надо, там, ЭКГ поставить, если надо, там, откачать больного, там, и так далее. Вот. А экзаменатор, у него есть чек-лист, по которому он оценивает, как экзаменуемый провел, скажем, и решил задачу. И причем практические навыки. Есть даже с участием, скажем так, ну, не настоящих пациентов, вот, когда мы еще оцениваем и коммуникативные навыки экзаменуемого. То есть с какой-то моделью, да, он сидит да, и ну, разговаривает? например, там есть родители, понимаете, допустим, при приеме с ребенка, да, как коммуникировать с родителями или с тем же самым пациентом. Есть пациенты разные, есть капризные, а тем более пациент, у которого есть какая-то проблема со здоровьем, он испытывает либо боль, либо дискомфорт. Понятное дело, что у него и эмоциональное состояние определить с таким человеком нужно уметь работать и разговаривать. Поэтому и оценить это, вот ОСКИ, это вот как раз дает возможность увидеть в ситуации, как, возможно, себя ведет будущий специалист. Вот когда вы говорите про инновации, новые центры, вспоминается одно ваше интервью, ну и вообще планы КГМА по строительству передового центра обмена опытом. Да, он называется «Центр превосходства». Уже? Да, ну, на английском он звучит как Excellent Center, поэтому как бы центр превосходства. Но мы его назвали центр передового опыта биомедицинских исследований. Мы к нему готовимся, да, причем путь к нему был непростой и не короткий, скажем так. Где-то у нас, наверное, ушло 2 года на это.
Но спасибо, скажем так, Министерству образования, которое инициировало это. 5 вузов с особым статусом мы подали, разработали проектные заявки, подали, и Всемирный банк, он одобрил этот проект, и сейчас этот проект вот уже, там очень такая процедура сложная, потому что нужно было соблюсти все процедуры Всемирного банка, подачи заявки и так далее, плюс здесь одобрение. Ну, все это уже сейчас успешно закончилось, так что уже сейчас вот мы приступаем к тому, что этот проект будет реализован, и такой центр у нас будет. Мы его планируем на базе Республиканского диагностического центра. Мгм. Там будет такая лаборатория, которая будет состоять, не лаборатория, центр, которая будет состоять из, скажем так, 3 больших лабораторий. Это лаборатория, которая будет делать генетические исследования, то есть использовать молекулярно-биологические, но там же будут и биохимические, вот эти современные биоанализаторы и так далее. Потом одна лаборатория будет по иммуногистохимии. Первое, с чего мы начнем, конечно, с диагностики онкологии, вот этих исследований. И еще одна лаборатория, она будет по биоэквивалентности лекарственных препаратов. Потому что сейчас, на сегодняшний день, это большая проблема. Все препараты, которые возятся сюда, или которые разрабатываются здесь и заявляются к производству или к продаже, важно узнать, а действительно ли они, то, что заявляется, то, что по документам, это и есть то. И вот определение биоэквивалентности лекарственных препаратов очень важно, потому что сейчас у нас идет такой процесс регистрирующий, Мгм. потому что такой лаборатории нету. Поэтому мы вынуждены просто доверять тем, кто ввозит, производителям, что вот этот лекарственный препарат действительно вот такой-то и содержит столько-то там миллимоль, миллиграмм такого-то активного вещества и там и тому подобное. А подтвердить это нужна лаборатория. Вот, И активность, ну, я так вкратце. вот это строится, как бы, как я понимаю, на базе КГМА, верно? А Да. строится это потому, что мы можем, или потому, что нам самим необходимо такой центр? Потому Такие. что и нужно нам, и можем. А почему нужно? Вы понимаете, вот такие центры, такие лаборатории, и даже клиники, и больницы, самые передовые, которые есть в мире, это все университетские. Почему они должны быть именно при вузе? Потому что только при вузе обеспечивается 3 единства. Это практика, это наука и это образование. Вот когда есть все 3 компонента, тогда этот объект будет успешен. Потому что там всегда будут развиваться. И вот этот центр мы почему делаем? И делается он именно на базе, например, КГМА, да, то есть вуза. Потому что этот центр, он будет не только делать какие-то диагностические вещи, да, и проводить диагностику, использовать те технологии, которые на сегодняшний день у нас недоступны, и население вынуждено ездить в другие страны и там обследоваться. А мы хотим, чтобы вот этот доступ к этим исследованиям здесь был, но не только это, но еще чтобы мы проводили научные исследования. То есть медицина должна развиваться, наша отечественная медицина. Поэтому одна из целей такого центра – это еще и проведение научных исследований. И третья цель – это, естественно, образование. Мы должны готовить таких специалистов, которые будут работать в таких центрах, таких исследователей. А это образование. Понимаете? Поэтому такой центр, он возможен действительно только как бы на базе при вузе. Ну вот для студентов бенефиты, да, так скажем, Да, понятны. да, Для академии бенефиты тоже есть. Да. А для населения это сильно удешевит? Ну вот, к примеру, им приходится в Турцию я лететь понимаю, для о чем этого. вопрос, да, я поняла. То есть само оборудование, конечно, оно дорогое, да, и расходные материалы дорогие. Возможно даже, что сами исследования будут иметь такую же стоимость, как и за рубежом. Но, по крайней мере, почему это будет доступно для населения? По крайней мере, какие-то вещи, конечно, будут дешевле, чем в других странах, но вы же понимаете, что какие-то
реактивы мы будем закупать, да, и так далее. Это все равно, ну, скажем, дорогостоящие виды исследований, но, по крайней мере, люди не будут тратиться на билеты, на дорогу, на проживание. Вы поймите, например, если, ну, тот же самый онкологически больной, да, чтобы сделать анализ, вот эту иммуногистохимию, да, он вынужден куда-то ехать, а это всегда обычно берут там биоптат и так далее. И всегда есть сопровождающий. Вот представьте, да, для той семьи какая-то нагрузка, помимо того, чтобы оплатить еще эти медицинские услуги, но еще есть много таких других расходов. По крайней мере, эту вещь мы тоже уже снимаем, понимаете, вот это бременем, которое ложится на самого пациента, на его близких. Поэтому, естественно, мы еще будем работать в том плане, что какие-то отдельные... Почему я говорю, что должно быть еще развитие науки, что какие-то вещи мы, возможно, сами потом научимся готовить, производить те же самые расходные материалы, какие-то реактивы и так далее, что, естественно, будет приводить к удешевлению этих исследований. Еще в одном интервью, мини-интервью, вы говорили о том, что наука должна быть рентабельна. Вот, Да. Как это можно вот интерпретировать? Потому что вас в тот момент перебили, и я вот не дослушал этот момент, если я честно. поясню. Вы знаете, в последнее время, да, ну, у нас как, есть вот показатель, научный показатель, да, или результативность научной деятельности. Это обычно публикации и защиты. Защита кандидатской, докторской, и на этом все. Но наука делается не для этого. Понимаете? Вот очень жалко, что есть у нас такое, оно присутствует сейчас, что многие делают научную работу и защищают эту научную диссертационную работу только для того, чтобы получить эту степень, потом звание, понимаете? А в итоге-то по большому факту и по сути любое изобретение, оно делается для развития общества. И это изобретение, оно должно работать. Вот я получил патент, или я там получил степень или звание, и на этом все. Нет, само изобретение должно работать. А когда само изобретение работает, то понятное дело, что оно приносит прогресс какой-то, да, и, естественно, приносит деньги. И более того, я почему еще об этом говорила, что научная работа университета, она не должна заканчиваться только защитами и там просто публикацией. А она должна коммерциализироваться в том плане, что вот этот продукт, который инновационный или научный, который мы в итоге получили, его нужно как-то внедрять, его нужно продавать. И на самом деле многие университеты, особенно вот то, что мы говорим, топовые университеты, да, там тот же самый Оксфордский, Кембриджский, Стэнфордский, они ведь большинством, если посмотреть на их бюджет, то львиную долю составляют не контракты от обучения, а именно результаты научной деятельности, исследовательской деятельности, которые они разработали как продукт и отдали в народное хозяйство коммерсантам, народное, там, кому угодно. И за это потом получают деньги. И за счет этого они дальше развиваются. И эти же деньги они потом могут опять вкладывать в то же самое улучшение качества образования, в те же самые клиники, в те же самые научные исследования. Понимаете, это постоянный такой должен быть процесс. И вот еще один вопрос очень интересный. Вы постоянно в рабочих поездках ездите, смотрите университеты, соглашения и так далее. И вы, наверное, один из немногих людей, кто повидал прям много-много университетов. Вот чем мы отличаемся, по вашему мнению, вот в хорошем плане? Вот чем мы лучше? Может быть, я не знаю, менталитетом, подходом в обучении, в образовании? Вот в чем наше крутое отличие от других университетов, даже которые вот номинально по цифрам круче нас? Ну, начну с того, что езжу я в силу как бы должностных обязанностей, потому что обязана это делать, потому что, заключать договора это тоже непросто. Мы когда, ну, скажем, наша команда, когда мы только пришли, естественно, мы начали завязывать все эти отношения, писать нас никто не знал. И никто не хотел с нами иметь дело. Я имею в виду на международном рынке. Сейчас
сейчас это не проблема, потому что мы добились своего имиджа, но это очень большая работа, и вот то, что мы стратегически правильно выстроили, это дало свои результаты. И сейчас вы, наверное, видите, да, у нас бесконечно, то есть столько иностранных делегаций, столько договоров, и столько проектов и так далее. Но мир-то я посмотрела до того, как пришла на эту должность, как, ну, в силу, будучи специалистом в своей области, я посмотрела уже к тому времени, ну, очень много стран, и пора, успела даже быть и преподавателем там, вести какие-то курсы за рубежом. Ну, первая моя страна была, это Мексика, где я по молекулярной биологии преподавала. Да, вот так было. Это удивительно. Вот, но то, что уже ко второй части вашего вопроса, что нас отличает, большим преимуществом является, знаете, что у нас, возможно, что небольшая страна. И процессы, скажем так, а поскольку мы лидеры, да, и какие-то вещи мы задаем, мы внедряем, что эти процессы у нас идут быстрее и легче, чем, скажем, в большой стране, когда идут вот эти согласования, когда очень много противников внедрения чего-либо. Вот в этом плане, да, у нас, скажем так, является преимуществом. Если говорить о самих людях, ну, я, например, о нашем народе, о наших кыргызах, здесь всех живущих, скажу одно, что меня впечатляет. Народ, который, в принципе, вел кочевой образ жизни, да, когда кыргызы начали вести оседлый образ жизни, за 100 лет пройти такой рывок, понимаете, и научиться очень многому. Я к чему это говорю? Что мы обучаемы. Мы очень быстро обучаемся. Для нас сейчас, вот если посмотрите на, скажем так, сеть общепита, мы же умеем готовить все. Буквально. Начиная от китайской, тайской, русской, украинской, японской, какой угодно кухни. Мы обучаем. И это тоже здорово. Поэтому мы развиваемся быстро, мы любознательные. Есть еще третья вещь, которая, скажем так, играет нам на руку. Это, конечно, традиции воспитания. Вот недавно, допустим, к нам приезжали очень заинтересованные в наших выпускниках с других стран. Имеется в виду на трудоустройство уже наших выпускников в других странах. И они отмечали, что та воспитанность, та любознательность, которая есть у наших выпускников, у наших соотечественников, она очень, ну, скажем так, востребована на международном рынке. Это то, что нас отличает. И вот эти преимущества, они дают возможность нам развиваться. Я думаю, что, в принципе, у нас, у Кыргызстана и у наших вузов есть хороший потенциал к такому развитию. Знаете, в странах, где, наверное, нету энергоресурсов, которые тебе вот так, просто так от Бога даны, или просто так, ведь этим нужно еще уметь распоряжаться. А когда у тебя этого нет, ты вынужден включать какие-то другие ресурсы, интеллектуальные и так далее. Поэтому я, например, будущее за Кыргызстаном вижу именно в развитии интеллектуального ресурса. И вот здесь, конечно, система образования – это должно быть одно из приоритетных направлений, научные исследования, приоритетных направлений для развития Кыргызстана. Вот когда вы говорите о качестве, о развитии образования, можно ли считать индикатором то, какое количество иностранцев уже заинтересовано в обучении у нас, конкретно в нашей академии? Является ли это индикатором? Да. Более того, это не просто индикатор, это один из ведущих показателей, которые включают все мировые рейтинги. То есть вот сейчас мы принимаем, вы знаете, да, стараемся принять участие во всех рейтингах. Вот сейчас мы регистрируемся, подаем в QS, это международный рейтинг. И там один из показателей – это процент иностранных студентов. И это говорит об интернационализации вуза. Это говорит о том, насколько этот вуз
может конкурировать и быть востребован на международном рынке. Поэтому, конечно, наличие иностранных студентов и их количество, это, безусловно, является одним из индикаторов, скажем так, качественной подготовки в ВУЗе, потому что, более того, если есть и их много, иностранных студентов, и они потом тоже востребованы на рынке, это говорит о качественной подготовке в этом ВУЗе. А вот примерно какое у нас процентное соотношение? Ну, скажем так, где-то около 25, наверное, 30%, но я говорю с учетом всех иностранных студентов. Это и ближнего, и дальнего зарубежья. Ну вот честно, по моим личным ощущениям, как будто бы даже больше. Вот просто сравнивая на нашей кафедре, сколько училось иностранных ординаторов из ближнего зарубежья, буквально вот там года 3 назад, и сейчас вот по ощущениям там плюс 300-400%, а то и как бы вот... Я не знаю, может быть, вы говорите вообще по республике. Да, слишком много открылось медицинских факультетов, медицинских вузов, но если говорить для нашего вуза, для нашей академии, да, изначально их было очень мало. И скажем, там около, по-моему, 100 было иностранных дальнего зарубежья, и там ближнего зарубежья, конечно, было больше. Сейчас немножко соотношение другое. У нас дальнего зарубежья больше, чем ближнего зарубежья. Но на самом деле нет, наших намного больше, поверьте мне. По статистике, скажем так, у нас где-то в общем, скажем так, 10 тысяч обучающихся приблизительно. И, скажем так, из 10 тысяч это где-то около 3 тысяч это иностранные студенты, но я говорю это вместе с ближнего зарубежья. Вот. Ну, просто их, наверное, виднее. Наши же как? Вышли с пары и рассосались. Он знает, он здесь как рыба в воде. А иностранные студенты, конечно, они группками ходят. Для них это чужая страна. Ну, скажем так, поэтому они стараются держаться группами, далеко куда-то не уходить, если занятие идет, ну, держаться там, где базы эти. Поэтому, мне кажется, их виднее. А так нет. Вот, когда я учился в университете, у нас были такие, как раз мы, кстати, мы в медакадемию, можно сказать, ваша команда, и мы поступили в один год. И тогда было очень мало таких международных каких-то соглашений. Нам говорили то, что вот существуют стажировки, вот скоро добавят, вы можете подавать, пробовать, мы где-то там поможем. А вот сейчас я буквально удивился, когда читал новости и смотрел интервью наших студентов, точнее, не наших студентов, а студентов из зарубежья, которые у нас по обмену учатся. Вот считается ли вот эта вот академическая мобильность именно студентов тоже как одним из показателей? И если да, то достигаем ли мы какого-то вот определенного уровня? Да. Вот именно, вот я говорила, один критерий – это сколько иностранных студентов учатся в ВУЗе. Еще есть другой критерий, сколько иностранных преподавателей есть в ВУЗе. Угу. И один еще из критериев – это академическая мобильность преподавателей, академическая мобильность студентов. И там даже больше мы начинали с того, что мы, скажем так, с краткосрочных. По мировым рейтингам больше ценятся обменные программы на целый семестр, не менее чем на один семестр. Угу. Такую мобильность ее организовать довольно сложно. Почему? Потому что разные программы, разные системы образования, и состыковать так, чтобы, допустим, наш студент поехал в какой-то университет, там целый семестр проучился, не потеряв здесь, а предметы могут не совпадать. Понятно, да? Угу. Довольно сложно, но мы решаем эти проблемы. Сейчас становится это все больше и больше возможным. Потому что мы долго к этому шли, потому что не знали, как бы это сделать, поэтому мы начинали с краткосрочных, скажем, там, на неделю, на 2 недели, практики и так далее. Вот. Но уже с прошлого года у нас активно идет обменные программы семестровые. Вот буквально недавно мы
отправили уже в этом году уже с разных факультетов. Если первая «Ласточка» у нас была, по-моему, с педфака, сейчас уже со многих других факультетов мы отправляем по обменным программам и принимаем тоже. Первое, с чего мы, конечно, начали, это по мобильности здесь, местной, внутри страновой, скажем, мобильности, да, мы там с Орским университетом, у нас была организована сначала мобильность, потому что, ну, там было проще, где-то у нас одни ГОСТы, программы приблизительно одинаковые, обучающиеся, поэтому это было легче. Но сейчас пришли к тому, что мы организовываем эти мобильности и с другими университетами, и стараемся выбирать такие хорошие университеты, и есть возможности для этого. Единственное, что нас ограничивает, это знание языков нашими студентами. На сегодняшний день я могу сказать, что мы можем организовать и в странах Европы, и в Америке, и в Японии, и в Корее, и где угодно, но вот останавливать, к сожалению, пока это вот владение языками. Поэтому мы сейчас очень активно развиваем наш центр иностранных языков. Там у нас сейчас, знаете, да, есть курсы турецкого языка, китайского языка, немецкого языка, японского языка. И вот мы надеемся, что в этом году мы сможем еще организовать французского языка. Это те языки, которые сейчас уже у нас есть договоренность, поэтому мы стараемся, такая нацеленность, чтобы подготовить студентов, чтобы они владели каким-то из этих языков, чтобы организовать вот эту мобильность. Ну, я слышал про это, я буквально слышал, как преподавателей сейчас готовят тоже языкам обучают, и буквально TOEFL и все сертификаты вот сдавать, да, чтобы а вот академическая мобильность преподавателей, там индикатором является, когда преподаватель поехал по обмену в другой университет не менее чем на 3 месяца, и он там преподает. А это тоже язык, знание языков. То есть это не просто, да, чтение какого-то курса лекций, там какого-то цикла одного, а вот прям на постоянной основе. Ну, не на постоянной, а, скажем так, он может поехать, конечно, и лекции читать, и практические занятия вести, но имеется в виду, что он там такой показатель, что не менее 3 месяцев он там должен быть по обмену, если мы говорим об обменных программах. А вот по этим показателям существует какой-то рейтинг внутри Кыргызстана? Если да, то мы там на первом месте? Нет, еще, к сожалению, нет. Пока нет. Вы вот, знаете, для меня было, честно говоря, большой радостью, что мы заняли первое место среди вузов Кыргызстана, потому что мы академия, мы специализированный вуз, мы не университет. Угу. Потому что университеты, ну, вы представляете, да, это когда по нескольким отраслям народного хозяйства, там есть экономики, там юриспруденция, там технические какие-то науки, там педагогические, а мы узкоспециализированы, поэтому мы называемся академией. Мы чисто по медицине. И поэтому соревноваться с такими вузами, университетами, как, например, Ожский, где больше 40 тысяч обучающихся, или политехническим или национальным университетом, где около 25 тысяч, да, обучающихся, возможно, больше. И мы как бы со своими там 10 тысячами. Вы же понимаете, что это и бюджет другой, возможности другие. Но, тем не менее, мы как бы стараемся быть на высоте. Ну вот... И поэтому, к сожалению, вот по мобильности, видите, по медицине очень сложно организовать мобильность, вот эту обменную. Потому что, ну, вы понимаете, да, например, гуманитарным предметам, да, или по тем же самым техническим или IT-специальностям, это намного легче сделать, чем по медицине. Потому что у нас есть такие, знаете, пререквизиты. Ты должен сначала пройти вот это, знать вот такой-то предмет, чтобы перейти на такой-то предмет. А поскольку разные программы, это сложно, поэтому для нас вот это как раз, если, скажем, по всем другим показателям у нас просто, то именно по вот обменам, к сожалению, пока нас опережают другие вузы, но за счет других программ, не по медицине. Но, да? Тем не менее, даже если мы с университетами не можем сравниваться, мы так же, как и эти университеты, получили особый статус. Вот о нем хотелось бы узнать. Вот особый статус, это вот
Ну вот, может быть, как-то коротко или основные вещи, может, вы расскажете, потому что мы очень много слышим о том, что мы особый статус, и в основном говорится о том, что вот нам развязываются определенно как-то руки, уменьшаются какие-то бюрократические моменты, а вот какие еще возможности открывает вот этот особый статус? Скажем так, почему говорят особый статус, да, ну, во-первых, это высокое доверие к этому вузу. Высокое доверие, что ему дают академическую, финансовую свободу, чтобы он какие-то вещи делал, да, скажем так, действительно избегая вот этих бюрократических вещей, для того, чтобы показать, как можно работать, как можно развиваться. Потому что потом на опыте этих вузов с особым статусом какие-то вещи будут внедряться в других вузах. Понятно, да? То, что будет приводить к улучшению качества образования. Поэтому, с одной стороны, это дает тебе какие-то преимущества, в смысле имеется в виду там, ведение там, академической свободы, я имею в виду, да, это открытие программ или новых направлений без необходимости получения лицензии. Ну, потому что они как бы идут как бы в пилотном, да, вот идет, если показывается, что это может быть распространено уже потом на другие вузы, принято на республиканском уровне. Это дает финансовую свободу. Мы всегда были ограничены, знаете, вот этим постатейным финансированием. Если ты эту статью выбрал, а у тебя говорит, нужно купить что-то, да закупить по другой статье, а ты не можешь, потому что с этой статьи... Вот это оно, да, оно дает такую гибкость в планировании, в экономической деятельности вуза. Поэтому это дает хорошее преимущество, но это и очень большая ответственность. Тебе дают это не просто так. Ты должен показать, что дав тебе вот эти преимущества, эту свободу, определенные какие-то, да, преференции, ты должен показать, что с этим можно сделать и как можно развиваться. Понятно, да? Поэтому это очень большая ответственность. И я надеюсь, что вузы, которые стремятся получить к статусу, должны понимать, что это не просто там, дача преференций, что это очень большая ответственность. С большой силой приходит большая ответственность. Да. Один очень популярный персонаж говорил. Еще хотелось бы поговорить о строительстве. Вот недавно в Баткене завершилось строительство лечебного учебного центра, я так... Ну, скажем так, клиника. Да, можно ее университетская клиника? Да, университетская клиника, но поскольку мы не университет, поэтому мы называем ее академическая клиника. Академическая клиника. Планируется ли что-то подобное в Бишкеке? Да. И вот насколько это реализуемо, и как как можно это спрогнозировать? Ну, уже сейчас идет строительство семиэтажного, ну, еще и с цокольным, если считать, то 8-этажный, если с цокольным, ну, в смысле, подвальным, да, то... А так семиэтажная вот на территории Национального центра онкологии, там будет такой многопрофильный, ну, тоже клиника, поскольку мы почему называем клиники, потому что, ну, например, в Баткене там будет и амбулаторная часть, и стационарная часть. Здесь мы тоже планируем, что будет, скажем, какая-то небольшая поликлиническая часть, скажем так, чисто для того, чтобы, ну, обосновывать госпитализацию и так далее. Ну и, скорее всего, это больше будет больница, наверное. Вот, а чего бы еще хотел, ну, как бы не хотелось бы медакадемии, а в чем еще мы видим какую-то определенную потребность? Ну, точнее, не для нас, а вот для населения, для страны в первую очередь. И вот, может быть, какие-то планы, если они не засекречены, конечно, или мечты, цели. Планы очень много, и целей очень много. Поскольку мы сделали такую довольно амбициозную заявку, и не только заявку, так и было, в принципе, всегда. Со дня основания медакадемии, да, когда он еще был институтом, это был первый вуз медицинский, открытый на территории Кыргызстана. И он всегда лидировал. Вся медицинская наука, образование концентрировалось именно в стенах, скажем так, нашего института. И он всегда был лидирующим. Более того, он
скажем так, когда был Советский Союз, наш вуз, он был одним из передовых среди всех вузов Советского Союза. И нужно держать эту марку, поэтому хочется к тому, чтобы то, что мы разрабатываем, то, что мы продвигаем в жизнь, те достижения науки, те выпускники, качественно подготовленные специалисты, которые идут, естественно, в наше здравоохранение, все это пошло на развитие здравоохранения, а что, в свою очередь, приведет к доступности качественной и, скажем так, высокотехнологичной помощи для населения. Поэтому что мы много делаем? Ну, мечты у нас большие, если бы нам хотя бы одно дали возможность. Мы же находимся, мы государственный вуз, Мгм. и находимся в системе Министерства здравоохранения. Мгм. И все организации, государственные организации здравоохранения должны быть только нашими клиническими базами. Как государственного образовательного учреждения, находящегося в системе Министерства здравоохранения. Частные вузы все-таки должны тоже вносить свой вклад, развивать республику и строить частные клиники, что тоже будет способствовать развитию здравоохранения. Я не совсем понял, может быть, вы имеете в виду, что вот условно какой-то госпиталь, он должен быть... Организации здравоохранения государственные, да. Вот скажем, государственные, те же самые больницы, ЦСМ, поликлиники, да, какие-то, все-таки они должны быть открыты больше для государственных образовательных учреждений. В частности, всё. мы государственные, вы понимаете, медакадемия – это Теперь государственный понятно, вуз. А частные вузы, которые открываются, ради бога, здорово, что открываются, создают конкуренцию, которая, в принципе, все равно приводит к улучшению качества, да, в конкуренции всегда все стараются как бы лучше и лучше быть, да, лучше других там и тому подобное. Но они должны все-таки тоже вносить лепту в развитие здравоохранения и строить свои частные клиники, где они будут располагать и обучать своих студентов. А не приходить и толкаться там же, понимаете, и как бы государственно. Надо тоже вносить лепту и развивать здравоохранение, строить больницы. Хотелось бы, наверное, еще немного вашего первого образования, вообще вашей деятельности. Я прочитал очень много научных трудов, и множество из них связано с изучением антибиотикотерапии, вообще там, корректировка чувствительности. Вот как вы оцениваете сейчас? Потому что, например, я знаю то, что в Европе или там в Америке, ну вообще на Западе, ты не пойдешь в аптеку и не купишь цефтриаксон и не пойдешь себе колоть там у соседки по самоназначению и так далее. Потому что я слышал очень много историй, когда приходят в больницу, а на них не работают эти антибиотики. И не спрашивают, а что? А вот я месяц назад колол, а у меня сейчас вот осложнение, а теперь чем его вылечить? А уже нету поколения выше, как бы, или еще что-то. Как вот в этом плане обстоят дела, и что нам необходимо сделать? Вот смотрите, во всех странах, да, сейчас как бы такая тенденция идет, что в каждой стране разрабатывается клинический протокол, скажем, назначение каких-то препаратов при какой-то нозологии. Точно так же, скажем так, и антибиотиков, да, ну, обычно какая-то нозология, и там разрабатывается клинический протокол. И у нас то же самое это принято, но сначала должно разрабатываться клиническое руководство по данной нозологии, где дается приводится аналитика и тому подобное, и на основах доказательной медицины, где разбирается все, какой препарат будет работать, какие дозировки, по каким схемам и так далее. А потом уже к этим руководствам разрабатываются краткие клинические протоколы, которыми пользуются врачи. Но, опять-таки, вот эти клинические протоколы, клинические руководства, которые разрабатываются на основах доказательной медицины, а там так делается, берутся все исследования в этой области,
имеется в виду рандомизированные только исследования, их там сводят, есть определенная методика, и доказывается, насколько он эффективен или неэффективен, в каких дозах, при каких схемах, в сочетании с чем, на каких людях, при каких заболеваниях и так далее. И тогда обосновывается этот протокол. Но всегда должны быть локальные данные. И вот здесь очень важно поддержка науки и исследований в Кыргызстане. Например, то, что вот я действительно, вы правы, я очень долгое время занималась как микробиолог, начинала с этого, я же говорю, по антибиотикочувствительности, получалось так, что, например, какие-то препараты, которые по рандомизированным, обширным исследованиям хорошо работают в какой-то стране, или наоборот, не работают, а у нас наоборот. Ну, например, так было с бисептолом. Бисептол, было очень много исследований в Европе, он практически не работал, особенно в той стране, сейчас вот не помню, то ли это Румыния была, то ли это Венгрия, я не помню, где он производился, завод там стоял. Он там вообще не работал. Зато очень хорошо работал в нашей стране, потому что к нему резистентность не развилась еще. Поэтому, когда говорят, вот разработают один клинический протокол, и его и не пересматривают. Нет, его нужно пересматривать, я считаю, каждые 2-3 года. И особенно антибиотики. Более того, понятное дело, что у тебя не всегда есть возможность провести анализ на антибиотикочувствительность и выбрать точечный препарат, который прям будет работать в отношении именно того возбудителя, который есть, ну, в смысле, вызвал у тебя это заболевание. Во-первых, должна быть хорошая бактериологическая диагностика, установить, выделить этого возбудителя, который вызвал болезнь, а потом еще его проверить чувствительность. Поэтому нужны такие клинические протоколы, но они должны пересматриваться. Вот, например, в наших исследованиях с нашей командой мы тогда занимались антибиотикочувствительностью при хирургических оперативных вмешательствах, вернее, и смотрели больше внутрибольничные штаммы. Развитие вот этой антибиотикорезистентности, метицилин-резистентные, особенно стафилококки мы брали и так далее. Но мы тогда увидели, что эти исследования долго шли, что практически каждые 2-3 года чувствительность возбудителя меняется. Мы начинаем активно использовать какой-то антибиотик, а микроорганизм, он тоже живой. А что живое, вот что характеризует живое? Изменчивость? И адаптация. Адаптация. Он меняется, он адаптируется. Мы одно оружие, он адаптируется, выживает, дальше живет. Но как только мы перестаем пользоваться, восстанавливается чувствительность. И вот тогда мы увидели такое волнообразное течение вот этой чувствительности. То есть она то исчезала, то она появлялась к одному тому же препарату. Конечно, могла меняться популяция, скажем, тех же самых стафилококков, но есть такая тенденция. Поэтому, когда говорят, ой, вот этот антибиотик, а я люблю только вот, особенно когда врачи говорят, вот этот антибиотик больше всего работает. Нет. Здесь он может работать, там он может вообще не работать, а иногда даже вред наносить. Я всегда говорю, что антибиотик, по сути, если он убивает микроорганизм, а это живой организм, он убивает и тебя. Поэтому, когда назначают антибиотик, нужно всегда соотносить. Назначая антибиотик, да, ты получаешь вред от этого антибиотика, потому что он все равно, он токсичный. Раз он убивает что-то живое, значит, он и на тебя как-то действует, на твои ткани. Но при этом он убивает то зло, которое, скажем так, приносит тебе больший вред, чем действие от самого антибиотика. Понятно, да? И ты все время должен понимать, что если ты назначаешь антибиотик или начинаешь его принимать, ты должен понимать, что да, принятие этого антибиотика, оно меня спасет больше, нанесет какой-то вред, но принесет все-таки какой-то... А когда иногда просто бездумно начинают принимать антибиотик, не зная, работает он, не работает, и таким образом нанося вред своему здоровью, это, конечно, очень плохо. Я поэтому говорю, что нужно сохранять здоровье, а не губить его. Не доводить до антибиотика. Да. Вот еще, в том же интервью, на которое я ссылаюсь, сегодня уже 3-й раз, вы сказали одну такую классную вещь. Медицина и космос – это вот 2 самые бурно развивающиеся сферы. Да. И вот
вот мне лично самому интересно, наверное, и зрителям будет интересно, а вот внутри медицины какие отрасли наиболее бурно развивающиеся? Ну, вот как наверное, я могу вас назвать экспертом в этой отрасли. Ну, я, наверное, не как... эксперт. Я бы сказала, что практически все, если взять все отрасли медицины, они все очень активно развиваются. И иногда мне даже страшно становится, знаете, говорят, Бог создал человека, да, по своему образу, по подобию. И сейчас человек пытается стать на место Бога. Он начинает создавать по своему образу и подобию, причем разными технологиями. Это и, помните, экстракорпоральное зачатие, выращивание в пробирках, да, и возможно, что сейчас будут выращивать не только, не знаю, сейчас ну, там, этому сопротивляются, запрещают, что выращивать пробирочное не только, скажем, до оплодотворенной яйцеклетки и подсаживания там, а уже до какого-то зародыша, и, может быть, дальше, больше, не знаю. Но если говорить о робототехнике, о роботах, которые становятся практически, ну, причем их же делают человек делает их по образу и подобию себя. Ну вот, тут я Много призадумался. всего, да, много всего, не знаю, не мне об этом судить, но вы понимаете, вот эта фантастика, она приходит в нашу жизнь. Если говорить о сказках, да, там в сказке было, там было блюдечко с яблочком, которое каталось и показывало, что в другом государстве происходит. Телевидение, пожалуйста, да. А помните, еще был горшочек, что можно было понюхать, что готовится там у кого-то с этого горшочка. Не помню, какая сказка была. Так, то, что сейчас делается, там, 3D, 4D и тому подобное, сейчас уже говорят, возможно, даже и передавать, возможно, даже и запахи будут передавать на расстоянии, не знаю. Видите, технологии как развиваются очень быстро. Вот если вот вы сказали свое мнение по поводу, какая отрасль медицины развивается бурно, какая, по вашему мнению, должна вот сейчас, я не знаю, на первый план выйти или вот обгонять? Вот перспективы, наверное, большой вопрос о перспективах. Может быть, сейчас сидит и слушает будущий ученый какой-нибудь, и он думает, а чем же вот мне заняться? Вот какая отрасль Кыргызстану необходима стратегически, и какая отрасль, вот можно сказать, что вот через 5 лет во всем мире все поймут и все начнут ее изучать, и вот нам надо превентивно сейчас ее... Ну, если говорить, знаете, ну, поскольку я как бы эпидемиолог организации здравоохранения, всегда отталкиваюсь от того, что наиболее приоритетно. Всегда у нас причинами смертности, да, высокой смертности и заболеваний приводится сердечно-сосудистый. Но самое смешное, что вот сколько я сама в медицине, да, вот столько всегда и говорит, что лидирующим, ведущей причиной смертности являются сердечно-сосудистые. Но всегда приводит его как факт от того, что когда констатируют смерть, ну, естественно, это остановка сердца и так далее, да, и там констатация смерти идет. Поэтому, естественно, если остановка смерти, почему-то все диагнозы туда. Но никогда никто не смотрит, что послужило реальной причиной этой смерти. Имеется в виду, какое заболевание основное. И причем мы сколько боремся с этим сердечно-сосудистыми, да, ведь ничего не изменилось, оно так и лидирует, и, наверное, так и будет. Это как ну, мотор, скажем так, в машине. Он пришел в негодность, естественно. Вот, поэтому я говорю, здесь мы можем бороться, и оно будет сказываться на продолжительности жизни. Имеется в виду, вот я проговорю про здоровый образ жизни, про сохранение здоровья и так далее. Но есть другое, и что меня очень сильно беспокоит, это рост онкологии. Если посмотреть на самом деле на бремя, ну вот скажем так, если сердечно-сосудистые, они уже не растут, они стабильно держат лидирующее положение, то онкология, она просто взмывает. И я сначала, можно задуматься и говорить о том, что, диагностика улучшилась. Поэтому мы думаем, что это онкология. Но на самом деле не только это. Меняется все, очень многое меняется. Меняется экология. Причем сам человек в этом виноват. Меняем
землю, потому что мы ее возделываем, чтобы сделать для себя продукты питания. Их тоже не хватает, мы их пытаемся модифицировать. Мы тоже ленивые, нам вот бы какой-то помидор, который вот на таком маленьком площади, понимаете, дает вам целую стену этих помидоров. А это уже геномодифицировано. Как он воздействует? Ну, судя по всему, не очень хорошо, потому что онкология растет. Мало того, что онкология растет, идет омоложение, например, бесплодие. Да, и вот это меня удручает, и я думаю, что вот это надо изучать, потому что омоложение бесплодия это тоже очень страшно. Почему так идет? Вот если сейчас у нас уже и бесплодие развивается, я говорю, там у молодых людей в 30-летнем возрасте, там 30-35 и так далее. И это все для изучения. С онкологией тоже думаю, что нужно и уже можно бороться. Другое дело, что пусковой механизм ведь до сих пор мы не знаем. Да. У нас есть только Официально теории, точно, да. Есть гипотеза, что вот эти изначально онкоклетки, они у нас уже есть. А может быть, это стволовые клетки. Имеется в виду не дифференцированные. Вот оно у тебя есть какой-то неблагоприятный фактор, и она вместо того, чтобы дифференцироваться, там, я не знаю, в мышечную клетку, или там нейронную клетку, там, или еще в какую-то клетку, я не знаю, она вдруг, пуф, пошла по не тому пути и стала раковой. А что влияет? да. Так что у молодого поколения очень много чего нужно исследовать. Ну, еще один вопрос, который я, наверное, буду задавать всем работникам медакадемии. Я вот задал Индире Розбаевой вопрос, что она считает, вот не знаю, насколько это, поймите правильно, скромно, да, то, что вот, что она считает венцом творения своей работы вот на посту ректора. Ну, не венцом, а вот, может быть, самая лучшая часть, что она привнесла или там реализовала. И она ответила спокойствие. Вот как вы ответите на этот вопрос? Что вы, как проректор по стратегическому развитию и международным отношениям, вот ваша, наверное, любимый проект, может быть, или там любимое введение, трансформация, как вы сказали. Что вы считаете этим? Знаете, смотреть на то, что мы достигли, это здорово. Это дает как бы такую мотивацию дальше двигаться. Но нельзя на этом останавливаться. И я всегда боюсь той ситуации, знаете, сказка про голову короля. Не слышал. А мораль такова. Жил-был король. Была у него свита. Он любил красиво одеваться. Вот он все требовал каждый день ему шить какой-то наряд. И такой красивый, чтобы прям просто все были в восторге. И в один момент оказалось так, что нету материала, не успели ему шить. И тогда тот портной приходит, и как бы изображая, что он принес из такой невидимой ткани наряд, и он красивый, и он говорит, его оденьте. И на самом деле он просто стоял голый, этот король. Но вся свита начала петь о том, что какой красивый наряд, как вы замечательно выглядите, понимаете? И настолько замылили этому человеку глаза, что он так и думал, что он действительно красиво одет, и на нем просто какой-то офигенский наряд, скажем так. Вышел так в народ, и все, повторяя, вторя, скажем так, вот возле этой свиты говорили, да, у вас такой красивый наряд, пока кто-то не нашелся и не сказал, а король-то голый. Понимаете, вот нельзя допускать такой ситуации, поэтому довольствоваться тем, что ты достиг, или когда сильно хвалят, я, например, похвалы боюсь. Потому что она может вот привести к ситуации голого короля, которая может не соответствовать действительности, поэтому лучше горькое, но правда. Вот у вас очень схожее мышление с Индирой Розбаевой, она прям буквально так же. Я не люблю, когда меня хвалят, мне не нравится. Да. Но вы сказали, что боитесь, но суть примерно одна и та же. Вот вопросы тоже, наверное, постоянные будут. Что вас мотивирует? Вот достигать, работать?
Наверное, вера тех людей, которые рядом находятся. Единомышленники. Когда есть единомышленники, которые такие зажигалочки, и для которых хочется работать, чтобы их не подвести. Вот это для меня прям, наверное, такой самый большой стимул. И еще вопрос, ну, не совсем стандартный. Какая книга вас мотивирует? Вот, или смотивировала, оказала на вас какое-то влияние? Там, какую книгу вы можете отметить, может быть, для того, чтобы там студенты почитали или там, преподаватели? Есть такая книга, которая, скажем так, она была прям судьбоносная в моей жизни, потому что я, например, решила стать эпидемиологом. Ну, я не помню, сколько мне лет было. Наверное, в классе в 4, может быть, 5. Есть такая, называется она «Открытая книга» Каверина о создании этого пенициллина. Ну, скажем так, оно меня настолько сильно впечатлило и мотивировало, я осознанно пошла и поступала на санфак. Ну, сейчас это МПД. Мгм. Я прям хотела быть эпидемиологом, этим заниматься, поэтому я начала с микробиологии, потом эпидемиологии, так что... Ну и, наверное, на этом, на такой не совсем медицинской и академической ноте мы закончим. Спасибо вам за то, что вы выделили время, нашли время. Вам спасибо, что пригласили и тут так долго слушали. И забрали мы у вас больше времени, чем ожидалось. Мы за это вам благодарны. А если у вас есть какое-нибудь, может, маленькое сообщение или там наставление, может, что-то вдохновляющее, вы можете сказать. Ну, я надеюсь, что все-таки эту передачу посмотрят не только коллеги, которые меня знают, да, но особенно молодежь. И вот молодежи бы я хотела пожелать изучать языки. Это открывает такие возможности, на самом деле, особенно сейчас для молодежи. Поэтому учите языки, все будет доступно. А мы со своей стороны все, что нужно будет сделать, вам помочь, поможем. Ну, спасибо вам. На этом мы, наверное, завершим. И единственное, последнее, о чем хотелось бы сказать, это подписывайтесь на канал, поставьте лайк, оставьте комментарий, если вам понравилось. Если не понравилось, то все равно оставьте комментарий, репостните это и берегите свое здоровье. Берегите здоровье, следите за наукой, занимайтесь наукой и учите языки. Это важно. Спасибо.